Здравствуйте, вы смотрите «Акценты». Меня зовут Андрей Никифоров. Сегодня у нас в гостях Никита Зимов, ученый-эколог, руководитель плейстоценового парка, и Елена Чернышкова, исполнительный директор благотворительного фонда Андрея Мельниченко, официальный партнер проекта. Здравствуйте. Проект по восстановлению высокопродуктивных пастбищ в Арктике и борьбы с изменением климата. Это парк, который находится в Нижнеколымском районе Якутии, недалеко от поселка Черский. Давайте сначала определимся с терминологией. Что такое плейстоцен и какое особое оно значение сейчас имеет? Плейстоцен — это была эпоха геологическая, которая началась 2 миллиона лет назад, закончилась 15 тысяч лет назад. Условно говоря, период, когда были ледниковые периоды, когда ходили мамонты в детстве, в простом понимании. Почему сейчас этому термину уделяется такое внимание, почему именно парк называется плейстоценовый? Потому что в тот период у нас в Арктике доминировали очень высокопродуктивные и очень богатые экосистемы, аналоги которых, похожие экосистемы, можно сейчас увидеть только в Африке, в, условно говоря, национальных парках типа Серенгети. То есть у нас на каждом квадратном километре обитали десятки крупных травоядных, включая мамонтов, бизонов, лошадей, северных оленей, овцебыков и продолжать. То есть у нас жили львы, волки. И с окончанием, когда плейстоценовый период закончился, начался современный климат, современная эпоха голоцен, на север проник человек, снизил численность животных, и эти пастбища и экосистемы деградировали. И вот как раз наш проект, он призван восстановить, ну, у нас нет возможности оценить прям плейстоценовые экосистемы, потому что у нас нет, условно говоря, мамонтов, например, но мы пытаемся восстановить экосистемы, которые будут работать по тем же самым принципам. То есть это чтобы были высокопродуктивные пастбищные экосистемы. То есть север, тундра не всегда была такая пустынная? Нет, да. То есть было гораздо более плодородно, и произошел, так сказать, условно говоря, скачок из одного устойчивого состояния в другое. То есть и наша работа сейчас как раз вернуть природу опять в ее такое высокопроизводительное состояние. То есть высокопроизводительное состояние — это не мхи и так далее, и деревья мелкие, там росла трава. Да. Травы, злаки, то есть именно быстрорастущая растительность, которая быстро растет, животные ее быстро поедают, переваривают, возвращают все минеральные вещества обратно в биокруговорот очень быстро, трава опять по новой растет, и в таких условиях именно сильного пастбищного пресса могли существовать только вот именно высокопродуктивные кустарники, типа ивы, травы, злаки. Совсем недавно, буквально в августе, в парк привезли новую партию бизонов аж из Дании. Скажите, какие сейчас животные там помимо бизонов проживают и каких вы еще планируете завести? Ну, смотрите, да, вот эта экспедиция по доставке бизонов, это была очень большая, сложная, комплексная экспедиция, где мы везли бизонов из Дании, там 24 головы, из них 12 поехали напрямую в плейстоценовый парк через всю Европу и всю страну, через Магаданскую область. А еще 12 были отправлены на Ямал в парк Ингелор, где были обменены на овцебыков, и партия овцебыков, 14 голов, у нас поехала в Архангельск, и уже северным морским путем была отправлена в Черский. То есть у нас очень большая и сложная была экспедиция в этом году, несколько месяцев мы ее готовили, месяца 2-3 мы ее реализовывали, очень много сил потратили. Сейчас у нас обитают, получается, то есть бизоны, уже это третью партию, что мы завозим, овцебыки, северные олени, лоси, якутские лошади, двугорбые верблюды, потом есть ряд таких полудомашних, калмыцкие коровы, овцы, оренбургские козы, животные, которые могут, собственно, как раз жить и существовать в Арктике, ну, либо самостоятельно, либо с какой-то минимальным участием человека. А верблюды как себя чувствуют? Верблюды чувствуют себя отлично. То есть это монгольский двугорбый верблюд, ну, он весь, он от Астрахани до Монголии, это один вид. Вот. Они себя, кстати, на удивление показали очень хорошо, и они как раз поедают высокий кустарник, которого у нас очень много в парке. Привозить животных на север, и тем более преодолевать такие большие дистанции, это недешевое удовольствие. Скажите, а как обстоит дело с инвестированием проекта? Ну вот, наверное, здесь я Елене позволю ответить на этот вопрос. Скажу, что сейчас всегда было тяжело, но сейчас стало намного легче. Да. Елена, скажите, а фонд Андрея Мельниченко, каким способом помогает проекту, и как у вас обстоят дела с инвестированием, сколько требуется бюджета для этого проекта, и сколько нужно времени, чтобы найти столько денег, чтобы проект существовал в таком виде, в котором он сейчас?
Прямо много вопросов вы мне задали, Андрей. Я начну с такого самого главного. Ну, вот фонд Андрея Мельниченко – это частный благотворительный фонд. Он финансируется средствами одного конкретного человека, Андрея Юрьевича Мельниченко. Это российский бизнесмен, но при этом такой человек очень такой наукоемкий, можно сказать. То есть у него есть научное образование, он выпускник физического факультета МГУ. И уже несколько лет Андрей Игоревич, он интересуется этой темой климатических изменений, глобальных климатических изменений и изучения механизмов этих изменений. И мы, как благотворительный фонд, мы поддерживаем проекты, которые способствуют изучению климатических изменений, и проекты, которые являются такими экспериментальными научными проектами, такими научными экспериментами, которые позволяют не просто понять, как происходят эти процессы, например, глобального потепления, глобальных климатических изменений, но мы, конечно, стараемся поддерживать проекты, которые, может быть, представляют собой природные решения для того, чтобы замедлить глобальное потепление. И вот по счастливому стечению обстоятельств, можно сказать, вот этот замечательный проект «Плейстоценовый парк», который мы начали поддерживать не очень давно, но в настоящий момент фонд Андрея Мельниченко является генеральным партнером Плейстоценового парка. Этот проект, помимо того, что он увеличивает биоразнообразие тундры, да, арктической, помимо того, что он восстанавливает пастбищные системы, он еще представляет собой эксперимент в части создания механизма воздействия на глобальное потепление. Потому что та экологическая система, которая может быть создана и создается в ходе процесса, в ходе реализации проекта, вот эта экологическая система, она лучше сохраняет вечную мерзлоту. А мы с вами сейчас находимся в республике Саха-Якутия, которая тоже действительно большая часть территории находится на территории вечной мерзлоты. И, в принципе, как вы знаете, вот в России это очень большая, больше половины территории – это территория вечной мерзлоты. И для нас огромную проблему представляет собой таяние вечной мерзлоты. Это могут быть большие ущербы, поэтому сейчас вот мы как раз стараемся поддерживать этот проект, чтобы находить решения превентивные, чтобы уберечь эту мерзлоту от таяния. Мы, наверное, не сказали о главном. Какой механизм влияния на вечную мерзлоту благодаря парку? Что должно измениться и почему таяние вечной мерзлоты должно замедлиться? Ну, смотрите, вообще у пастбищных систем в Арктике есть комплексное воздействие на глобальное потепление и на парниковые газы, которые как раз влияют на глобальное потепление. Первый эффект, это как раз вот, да, о чем говорят, это про мерзлоту, что мерзлота у нас с потеплением климата нагревается и начинает таять. И один из способов замедлить ее таяние, ее охладить как-то, это сильнее промораживать зимний период. То есть у нас сейчас температура мерзлоты градусов на 5 теплее, чем среднегодовая температура воздуха в нашем регионе. И эта 5-градусная разница как раз обусловлена тем, что у нас летом почва нагревается на солнце беспрепятственно, а зимой, когда почва должна промерзать, она укрывается одеялом из снега. Если вы каким-то образом, допустим, избавитесь от снега, то у вас очень быстро температура мерзлоты опустится на те же самые 5 градусов. Ну, понятно, что полностью от снега избавиться нельзя, сколько ни старайся, но есть такой замечательный экологический способ. Если у вас есть пастбище, если у вас есть травы, и злаки, что-то вкусное под снегом, если у вас есть животные, то животные зимой придут в это место, начнут копать снег, разрывать его, утаптывать, утрамбовывать, и вместо, там, условно говоря, полметра рыхлого снега, что является хорошим теплоизолятором, у вас остается, там, условно, 10 сантиметров очень утрамбованного снега, который уже плохой теплоизолятор. За счет этого мерзлота сильнее промерзает. Плюс еще есть ряд факторов, что пастбищная система является просто карбоновым полигоном. То есть это сейчас широко обсуждается тема в нашей стране, что по созданию различных территорий, где будут активно накапливать углерод. То есть если на югах все обсуждают, что нужно сажать деревья, то в Арктике, где деревья маленькие, редкие, растут долго, это не очень эффективно. А вот в наших холодных почвах, где очень медленное гниение, вы можете накопить огромное содержание углерода, там, на порядке больше, чем то, что в надземной биомассе, именно в почвах. То есть у вас замещаете растительность, у которой нет глубокой корневой системы, на быстро растущие растения с глубокой корневой системой. Эти корни будут расти вглубь почвенного слоя каждый год и накапливаться, и, соответственно, то есть перекачивать парниковые газы СО2 в холодные почвы, где они сохраняются и защищены от пожаров. Да, повестка ESG сейчас очень актуальна. Промышленные компании уже проявляют интерес к проекту? Ну, в какой-то степени, то есть вот, скажем, фонд Андрея Мельниченко, у него его бизнес так или иначе связан как раз там с различной промышленностью, и поэтому, да, то есть нас
пару лет назад поддерживал там Ауроса, и есть какие-то компании, кто интерес проявляет. Но это вот такой долгий процесс, но мы видим, что положительные изменения есть. Да, Елена, скажите, как человек, в принципе, занимающийся финансированием проекта, если мы хотим оказать влияние на глобальное потепление, то этот проект должен быть большим? Смотрите, здесь, да, вот, кстати, спасибо большое, это очень хороший вопрос, он такой профессиональный по отношению к фонду. Дело в том, что фонды обычно, никакой фонд не может себе позволить спасти все человечество или всю планету, потому что все-таки это частный благотворительный фонд. Но фонд может отработать модель, которую потом предложить другим участникам процесса, но тоже для реализации. Соответственно, вот мы выбрали действительно плейстоценовый парк, который находится в замечательной Сахе, и нам кажется, что и это правильное место для реализации такого проекта. Парк, кстати говоря, планируется расширять и через тоже систему филиалов. Это тоже будет происходить при поддержке фонда, но все равно этот проект, можно сказать, локальный. И в рамках этого локального проекта на нескольких сотнях квадратных километрах будет отработано вот как бы этот механизм создания вот этой новой экологической системы, вот этой пастбищной системы, которую мы все, естественно, будем замерять на всех этапах, и у нас будет понимание про то, каким образом будет меняться углеродный баланс вот в этих конкретных местах. И дальше, что для фонда важно, что мы этот проект вот сейчас с самого начала представляем широкой аудитории, международной аудитории. В этом году мы представим проект, вот совместно поедем с Никитой Сергеевичем на международную большую конференцию, главную климатическую конференцию, которая называется КОП-28, и которая в этом году происходит в Дубае, она каждый год в разном городе происходит. И нам очень важно, что мы представляем проект как модель, которая отрабатывается в России силами российских ученых при поддержке российского фонда, но при этом производит решения для всей планеты, для всего человечества. А рассматривается ли возможность создания каких-то туристических маршрутов в парк, чтобы люди могли приезжать туда, допустим, как в той же африканской саванне, например, посмотреть издалека, даже не издалека, а вблизи на животных, которые там живут? Непосредственно мы этим не занимаемся, то есть у нас именно задача научная, то есть и глобальная. Но в целом мы, безусловно, всегда открыты для любых посетителей, и если у нас в будущем, конечно, будет расширение территории, увеличение численности животных, и это будет привлекать туристов, то я думаю, что создать инфраструктуру для именно того, чтобы принимать туристов, это не будет большой проблемой. Я знаю, что проект работает с 90-х годов уже. Можно ли сейчас подвести какие-то предварительные итоги и сказать, да, мы влияем на глобальный климат? Нет, конечно, на климат мы еще, у нас маленькая территория, мы пока, условно говоря, пилотный проект, конечно, на глобальный климат мы, конечно, никак еще не влияем. Но тут даже, понимаете, чисто концептуально, как считалось, многими учеными, что модель такая, что есть, условно говоря, Солнце, которое влияет на планету, в планете меняется климат, климат влияет на животных, животные влияют на человека. А мы показываем, что на самом деле, обратно работает тоже. То есть у нас люди влияют на животных, животные влияют на экосистемы, а экосистемы, в свою очередь, влияют на климат. То есть и мы видим, что на нашей территории, где у нас уже давно пасутся животные, у нас замечается растительность, у нас формируется пастбище, у нас увеличивается плодородие почвы в этих местах, у нас увеличится урожайность, у нас накапливается углерод, то есть он поглощается из атмосферы. То есть мы видим, что там, где идет активный выпас, соответственно, зимой глубже промерзание. То есть вот эти все научные и экологические факторы мы фиксируем, да. И просто даже визуально. То есть я уже говорил, что когда к нам приезжают какие-то ученые или журналисты в Плейстоценовый парк, у нас дорога от нашей базы научной до парка 40 километров по реке. И обычно перед тем, как привезти людей в парк, мы всегда на лодке где останавливаемся. Я в случайном месте говорю, вот выйди и пройдите 30 метров туда и вернитесь в лодку. Они спрашивают, зачем? Я говорю, вот просто пройдитесь. Народ проходит, мы после этого едем в парк, и я говорю, вот тут было так же. То есть просто вот для понимания людей. То есть у нас, соответственно, уже более открытый ландшафт, у нас гораздо меньше это мертвой биомассы, потому что так все заросшее там старым кустарником, качкарная тундра, леса, где то есть очень низкопродуктивная растительность, очень труднопроходимая, где нет животных, где единственное, чего у нас много, это комаров в наших экосистемах на севере. Ну а мы, соответственно, хотим как раз создать богатую природу, то есть увеличить и восстановить. Даже понимаете как, мы не просто хотим увеличить, мы хотим восстановить природу в том состоянии, в каком она была до действительно воздействия человека. То есть это не то, что мы какое-то инвазивное делаем, мы наоборот как раз стараемся нивелировать то влияние, которое оказал человек еще в стародавние времена. А если представить на будущее, какого размера должен быть парк, чтобы реально оказывать влияние на климат?
скажем так, его влияние будет пропорционально его площади. То есть, ну, в идеале я бы хотел, чтобы у нас мы создали высокопродуктивную пастбищную экосистему, ну, там, условно говоря, хотя бы на трети территории мерзлоты нашей страны. То есть, там, ну, это уже вопрос идет про миллионы квадратных километров. Понятно, что это не за 10 лет делается, но на горизонте планирования там 50-100 лет я считаю, что эти экосистемы можно создать, и животные смогут так сказать, оккупировать эти территории и наплодиться в достаточном количестве. Но здесь задача, понимаете, как размер территории уже, вот пока мы говорим про 150 квадратных километров, там 200, это все маленькие территории, мы огородили, охраняем, все. Но если мы хотим уходить на большие территории, то здесь уже нужно работать с обществом. То есть если общество будет понимать, что эти экосистемы полезны, нужны, их надо беречь, охранять, и не надо там прыгать на снегоход, как только увидел там какое-нибудь животное и с ружьем за ним гнаться, тогда получится. То есть это вопрос именно такой образовательный, воспитательный, и это работа уже ни одного там, ни кучки ученых, ни даже там, ни крупного бизнеса, это вопрос, наверное, государства в целом. И финальный вопрос. Вы можете представить или предположить, что будет, если не заниматься такими вопросами? Оценки, которые дают эксперты, что там, к 2100 году будет огромный ущерб для экономики мира в случае, то есть глобального потепления, то есть это неминуемо произойдет практически, если ничего не делать. И понятно, что какие-то мероприятия проводить надо. То есть у нас, если говорить про наш регион, у нас миллионы квадратных километров высоколистой мерзлоты. Когда она тает, вся инфраструктура рушится, экосистемы рушатся, то есть и наземная экосистема рушится, и водная экосистема будут разрушены, и все дороги, ЛЭП, строения вот у нас в Якутии будут разрушены. Ну, понятно, что это ничего хорошего. И поэтому, если есть какие-то способы, которые можно попробовать как-то приостановить этот процесс, затормозить его или обратить вспять, то, конечно, ими надо пользоваться. Особенно если это, условно говоря, не там, распыление каких-то непонятных аэрозолей, допустим, в атмосфере, как предлагается, охлаждать климат с помощью там, каких-то серных частиц. Ну, идея, так сказать, может быть, она и сработает, но какие это повлечет с собой, так сказать, непредвиденные сопутствующие проблемы, никто не знает. А здесь мы просто как? Мы привозим животных, которые здесь жили, мы их восстанавливаем, они сами формируют себе среду обитания. То есть я считаю, что, скажем, сопутствующий негативный эффект от деятельности парка, конечно, многократно ниже, чем у любого другого проекта по борьбе с глобальным потеплением. Да, действительно, мне кажется, что проект очень важный, поэтому желаю вам удачи и спасибо за беседу. Спасибо. Спасибо.